Подготовка к исследованию желудочно-кишечного тракта состоит из нескольких этапов. В течение суток необходимо пить воду, чистую, без газа. Соки, чай, кофе к употреблению запрещены. Количество выпитой воды за сутки должна составлять 2-3 литра. Исследование проводится натощак. Полностью отказаться от еды нужно за 6-8 часов до исследования. За 3 дня до исследования исключают продукты питания, которые стимулируют газообразование: бобовые, овощи, фрукты, черный хлеб, свежее молоко. За 2-3 дня нужно отказаться от употребления алкогольных напитков. Накануне исследования нужно ограничить курение, употребление острых и жгучих продуктов. Перед исследованием нельзя принимать пищу и таблетированные лекарственные препараты. Исключение составляют больные с сахарным диабетом. Нельзя пить даже глотка воды. Желательно не чистить зубы во избежание попадания жидкости в желудок. Нельзя курить. Подготовка к исследованию органов малого таза, толстого кишечника, внутривенной урографии, поясничного отдела позвоночника, КТ и МРТ нужно проводить в комплексе с лекарственными препаратами и очистительной клизмой. Необходимо ограничить прием пищи после 19 часов вечера. Утром рекомендован легкий завтрак. За 2-3 дня до исследования стоит отказаться от продуктов, которые способствуют газообразованию. Рекомендуется перейти на отварное мясо, рыбу, каши. Желательно накануне исследовать принимать настой ромашки, чабреца. Основная подготовка к исследованию – обязательное очищение толстой кишки с помощью очистительной клизмы и с использованием кружки эсмарха накануне вечером и утром за 2-3 часа до исследования. Очистительную клизму необходимо повторить. Подготовку можно дополнить приемом препарата Фортранс. Дозировка препарата зависит от веса пациента. 1 порошок растворяется в 1 литре кипяченой воды комнатной температуры и употребляется маленькими глотками в течение 1 часа. При жалобах на регулярное вздутие кишечника пациенту в этот период дополнительно рекомендуется принимать активированный уголь или эспумизан. Применять лекарственные препараты необходимо только по назначению врача. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты регулярно, посоветуйтесь со своим врачом. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Каждый пациент индивидуален. Каждому из вас мы подберем подход. Берегите себя и своих близких.